Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. Хайырлы күн, хурматлы тамашачылар. Исәнмесез, кадерле дуслар. В эфире заключительный выпуск программы «Татар кызы 2014». Дальше только финал. До главного события остаются считанные дни. Тысячи людей замерли в ожидании. Но больше всего ждут и волнуются, конечно, сами участницы. Все ли готово к финалу? Сможет ли торжественная церемония войти в историю? И кто из наших участниц больше всего рассчитывает на победу? Бу сурауларга жавапларны безнең тапшыруда табырсыз. Смотрите сегодня в программе: сборная татарочек на чемпионате мира по дзюдо, подготовка к финалу. Участницы конкурса оценивают свои шансы на победу. Возможно, это будет Равиля или Камила. Может быть, будет Нафиса. Звездный десант. Кто примет участие в грандиозной церемонии награждения? После заключительного конкурса наш проект покинули несколько участниц. Кто это, девочки пока не знают. Все станет ясно через несколько минут. Каждую, кто заходит в эти двери, встречают овацией. Итак, все в сборе. Вот они, 12 финалисток проекта «Татарочка-2014». Впереди их ждет очень сложное время – подготовка к грандиозной церемонии награждения. Девушкам предстоит выйти на сцену вместе с лучшими артистами Южного Урала и Республики Татарстан. Им еще так много нужно успеть. Корона Татарочки 2014, она стоит очень многого, и нужно очень-очень постараться и достичь все-таки этой цели. А постараться действительно придется. Словно прилежные ученицы они сели за парты. Актерское мастерство, дефиле, история и литература. Они вновь открывают для себя культуру своего народа. Быйылгы бәйге 2014, Татар кызы 2014 үзенчәлекле, чөнки кызлар бу бәйгенең мөһимлеген аңлап, авырлыгын аңлап әзерләнгәннәр иде. Шуңа күрә тел белүче балаларда, кызларда хәтсез булды, белмәүчеләр дә бар иде. Шуңа шулай булуына карамастан, алар дәресләргә бик матур итеп йөрделәр. Йөреп инде аңлаганнар тирәнрәк телне өйрәнделәр, бөтенләй белмәгәннәр телне сөйләшү урынында аңлаешлы итеп өйрәнделәр. Алар телне генә өйрәнеп калмадылар кызлар. Алар татар халкының гореф-гадәтләрен дә, аның тарихын да, аның мәдәниятенә дә күз салдык. Шуңа күрә алар бик күп нәрсә белделәр һәм аңладылар. Я думала, и так знаю очень много. У меня и мама, и бабушка все традиции придерживаются и говорят мне всегда об этом. А тут еще больше открылось для себя на всех конкурсных этапах. Впереди еще будут открытия. Преподаватели строгие и принципиальные, не прощают ни одной ошибки. Вы не на рынок пошли с авоськами, вы идете по подиуму. Подиумный шаг, он отличается от обычного шага. Понимаешь меня? Я говорил, шире шаг, пятка носок. Вот все это все забыто. Заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин умеет найти правильные слова. И хотя это пока не подиум, получается очень неплохо. Никаких передышек. Сразу после подиума танцевальный класс. Это только вторая репетиция на паркете, а они уже чувствуют себя вполне уверенно. И слева. Раз,
правой. Раз. Отлично. И с левой. Раз. С другой левой. Раз. Я ее пропускаю, и как дверка открываюсь и говорю, проходи. Угу. Наших татарочек даже ставят в пример. Всем бы такую волю к победе. Самое главное, вот они пришли на первое занятие, я сразу вижу, что у них есть огромное желание и старание, и это самое главное. Если нет желания, старания, тут и за 20-30 занятий ничего не сделаешь, и за гораздо больший срок. Главное, что все хотят, глаза горят, они такие живые все, и схватывают быстро, молодцы. Этот вальс им предстоит исполнить вместе с профессиональными танцорами. Знаменитую песню «Мой путь» Фрэнка Синатры для гостей праздника споет уникальный баритон из Санкт-Петербурга Альберт Джалилов. Список звезд-участниц финала впечатляет. Эльмира Калимуллина, Айдар Гайнуллин, бурановские бабушки. Татарочки, конечно, волнуются. Ну, конечно, страх, он всегда присутствует, но я человек такой, любящий сцену, и с детства стою на сцене, выступаю, и танцую, и пою, то есть я уже привыкла к большому количеству людей, но, конечно, 7,5 тысяч человек, которые будут на тебя смотреть, это все-таки какой-то все равно страх присутствует, ну, какая-то доля волнения есть, но я думаю, мы справимся, потому что нас очень хорошо готовят. Финалга әзерләнү бик кызыклы үтә, күп хәлне ала, ләкин миңа бию белән бәләкәй чактан шөгыльләнгәч бик авыр түгел. Шулай да без иртәннән кичкә тиклем бию белән шөгыльләнәбез. Хәл ашап, юышып йокларга гына кала, йоклыйбыз да иртәннән тагын финалга әзерләнергә киләбез. Татарочка – это конкурс, который исполняет мечты. Даже самые смелые. Даже те, которые раньше казались несбыточными. У меня танцевального опыта не было до этого. Я очень хотела, мечтала научиться танцевать. Вот сбывается моя мечта. Я получаю на этом конкурсе бесценный опыт. Меня учат танцам и народным, и классическим танцам. Я очень благодарна судьбе, что получилось все так, как получилось. О такой славе никто даже не мечтал. Разве можно было представить, что их фотографии сотнями разойдутся по всему земному шару? Чак-Чак и сборная татарочек на чемпионате мира по дзюдо произвели настоящий фурор. Приходите на финальное шоу конкурса «Татарочка-2014». Будет проходить здесь, в Ледовой арене «Краска», 11 сентября. Вы можете проголосовать за меня на сайте. Голосование завершится совсем скоро. А 11 сентября мы узнаем имя самой красивой и талантливой татарочки Южного Урала. Но главную награду каждая из них уже получила. Обогатился их внутренний мир прежде всего, потому что на протяжении всего конкурса они не только получали знания, они еще и общались с очень интересными людьми. Это и поэты, и писатели, это и очень интересные учителя, заслуженные профессионалы своего дела. Вот. Они получали навыки и не только в кулинарии, да, навыки в ювелирном искусстве. То есть те навыки, которые им пригодятся в жизни. Я надеюсь, что именно этот багаж знаний и эти умения пригодятся им как будущим мамам, как будущим хозяйкам. То есть они уже в своих семьях, видимо, прививать будут это дальше. И еще совсем немного, и конкурс «Татарочка-2014» станет историей, яркой, доброй, интересной и, конечно же, со счастливым финалом. Ну что, Зульфия, ты готова расстаться с короной? Конечно, готова, Руслан. Я уверена, что ее будущая обладательница этого заслуживает. И кто бы из девочек не победил, мы уже точно знаем, что она искренне, всем сердцем любит свой народ. Ведь наши участницы это доказали. Тогда до встречи на финале. Курыширбыз. И сансау булыгыз.
Более 300 претенденток. Десятки сложнейших испытаний. Каждый из них – это новый шаг к победе. 11 сентября в ледовой арене «Трактор» финал единственного национального конкурса «Татарочка-2014». Приходи на грандиозный праздник истинной красоты и таланта.